Без масок в Абхазский государственный университет не пускают. У входа в здание постоянный контроль. Проверяют соблюдение санитарных норм и во время занятий. Мы заглянули в аудиторию. Здесь учатся будущие биохимики и химики. Студенты со знанием дела рассказали о необходимости соблюдения антиковидных мер. Когда я в первый день сюда пришел, меня без маски не впустили. И сказали, пока маску не найдешь, не пустим. И вот пришлось находить маску. И порядок такой именно. Самое главное — менять маски каждые 2 часа, потому что уже пользы никакой от этого не будет. Бактерии, наоборот, собираются в маске, и уже наносится не польза, а вред уже. Вся моя семья в феврале 2020 года переболела ковидом. Тяжело переболели. И член моей семьи, бабушка, очень тяжело перенесла, и переболеть дважды не хотелось бы, честно говоря. Вагу не пускают без масок, поэтому мы всегда и носим по 2-3 штучки, потому что каждый день меняем. Вы считаете, это правильная мера, необходима или так, для галочки? Ну, конечно, необходимо. Мы стараемся соблюдать все меры безопасности, ходим в масках. Естественно, когда выходим на улицу, стараемся тоже придерживаться, но когда рядом никого нету, можем снимать. А вы как химик скажите, вот молекула вируса проникает через маску? Молекулы проходят через все слизистые, поэтому маска как-то помогает. Система обучения в АГУ организована так, чтобы не создавать массового скопления людей. Некоторые факультеты работают в 2 смены. Перемены сократили до 10 минут, оставив одну большую 20-минутную. В основном все учащиеся соблюдают меры предосторожности. Нарушители здесь явление редкое. На каждом факультете есть кураторы, которые следят за дисциплиной. Конечно, мы часто организовываем всякие поездки, конференции, но в связи с эпидситуацией количество мероприятий сократилось, и мы стараемся оказать поддержку университету тоже по совместительству. Конкретно товарищам говорите надеть маски? Да, бывают, обижаются, но это они понимают со временем, что это все для их же здоровья делается. Сегодня в университете больше 2000 студентов, из них 40 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Если учащийся обнаружил у себя симптомы COVID-19, он сообщает об этом в деканат. Группу отпускают на несколько дней. Если за это время заболевает кто-то еще, то группа уходит на 2-недельный карантин. Сегодня по Абхазскому университету, 340 человек находятся в изоляции. Практически это на всех факультетах есть заболевания, но мы стараемся в корне как-то это остановить, потому что просим все время студентов, чтобы они заранее сообщали нам и не приходили, главное, в университет. Среди преподавателей у нас 10 человек, но это совершенно не значит, что не проводятся занятия. Мы готовим замену. Всего в АГУ 3 входа, и у каждого стоят дежурные. Им к тому же помогает сотрудник милиции. Эсма Голанзе, Раму Камки, Абхазское телевидение.